Добрый день, уважаемые слушатели, уважаемые абитуриенты. Разрешите представить, Костарев Александр Юрьевич, директор Института физической культуры, доктор педагогических наук, профессор. Сегодня я проведу с вами консультацию по вступлению в магистратуру под названием «Инновационные технологии физической культуры и спорта». Мы хотим, чтобы вы поступили к нам, но для этого давайте ознакомимся с консультацией. Первое – это очная форма сдачи. Что нужно здесь? Нужно явиться за 30 минут до начала вступительного испытания к месту проведения экзамена согласно расписанию. Экзамен у нас будет комплексный. Вначале вы сдаете устно и прикладываете еще свой реферат. Значит, устная форма. Экзаменационные билеты здесь прежде всего раздаются. Вы берете билет в определенное расписание время. Должны занять места в назначенной аудитории, для чего с собой необходимо иметь паспорт, экзаменационный лист, две ручки, синие или черную, неважно, для того, чтобы вы записывали. В аудитории приглашается по 5-7 человек, в зависимости от того, сколько будет народу. Если придет 5, значит 5, если придет больше количества, то, наверное, будем от 6. Если совсем много, то по 7 будем. Каждый абитуриент тянет билет и готовится на него краткий ответ. Можно делать записи на черновике или их не проверяют. На это дается 20-30 минут. Письменно реферат вы пишете, и основное назначение реферата – дать информацию членам приемной комиссии о способностях и расположенности абитуриента к научной и педагогической деятельности. После ответа выставляется общая бальная оценка. Объявление итогов экзамена происходит в соответствии с графиком оглашения результатов вступительных испытаний. Расписание вступительных испытаний вы можете посмотреть на сайте bspu.ru, abiturient.bspu.ru. Значит, нажимаете на магистратуру, вот видите, да, файл магистратура. Дальше высвечиваются у вас определенные файлы, где вы ищете расписание консультаций и вступительных испытаний магистратуру на 22-23 учебный год БГПУ имени Акмуллы. После этого высвечивается такая таблица. Желтеньким мы подчеркнули именно это наше направление, комплексный экзамен, где пишем очная форма город Уфа и ставится, где это будет проходить. 300 кабинете в Институте физической культуры. Консультация будет проводиться 12 августа, а доступ к экзамену открыт будет 15 августа. В 10:00 мы ждем вас и будем, естественно, уже с вами беседовать. Если вы 15 августа не сможете, то вы приходите 17 августа, это резервный день, но для того, чтобы прийти в резервный день, вам необходимо предоставить какие-то документы. На сборах вы были, заболели случайно, еще что-то, форс-мажор какой-то. Доступ к экзаменам также будет открыт в 10:00 15 августа и 21 августа. 13 августа уже у нас подают документы те, кто опоздал и претендует только на коммерцию. Вот, пожалуйста, вам это расписание будет предоставлено, с которым вы должны ознакомиться и приходить уже без опозданий. Дальше вы также, как подготовиться к сдаче вступительных испытаний, можете нажать на магистратуру, вот, пожалуйста, вам видно файл, да, потом ищите программу вступительных испытаний, находите инновационные технологии, физической культуры и спорта, очная форма обучения, нажимаете на нее и будет у вас перечень разделов для подготовки поступающих к сдаче вступительных испытаний. Какие необходимо затронуть вопросы, чтобы их изучить, по которым будут выполняться билеты и, естественно, вам раздаваться. Первое – это физическая культура и спорт в системе социально-культурных ценностей. Второе – теория и методика физического воспитания и спорта в системе физкультурно-профессионального образования. Третье – дидактические основы теории и методики физического воспитания. Четвертое – теоретико-практические основы развития физических качеств. Пятое – физическое воспитание различных возрастных групп населения. Шестое – формы и средства, методы оздоровительной физической культуры. Спорт в современном обществе, тенденции его развития. То есть, чтобы подготовиться к магистратуре, естественно, нужно пройти по учебнику теории и практика физической культуры, теория и методика физического воспитания, посмотреть данные разделы и, естественно, их знать. Дальше примерно тематика рефераторов предоставлена на слайде, пожалуйста, вы можете посмотреть.
образовательная роль физической культуры как фактор физического развития индивида, принципы оздоровительной направленности, роль физической культуры, эстетическое значение ФК, так кратко я скажу, специфические функции ФК в обществе, характеристика методов строго регламентированного упражнения, их классификация, особенности игрового метода в физическом воспитании, особенности соревновательного метода в физическом воспитании, или коротко называется ФВ, значение идиомоторных и аналогичных факторов в физическом воспитании, оздоровляющие свойства природы, природной среды, гигиенические факторы, общекультурные функции физической культуры и спорта, общая характеристика этапов обучения двигательному действию, методика начального разучия двигательного действия, методика углубленного разучия двигательного действия, методика воспитания способности соблюдать и регулировать равновесие тела, основа современной методики воспитания собственных силовых способностей, основа современной методики воспитания скоростных способностей, основа современной методики воспитания скоростно-силовых способностей, методы воспитания общей выносливости. Требования к реферату. Объем от 20 до 30 страниц. Напечатано в соответствии с требованиями с печатными работами. Основное назначение реферата – дать информацию членам приемной комиссии о способностях и расположенности абитуриента к научно-педагогической деятельности. Как вы владеете этим? Конечно, желательно своими словами, а не так, что взяли, скопировали и поставили, потому что мы будем проверять на антиплагиат. Реферат по структуре должен быть выстроен по следующей логике. Введение, где вы вводите в основное содержание. Первая глава и основная она – анализ научной литературы, раскрытие современного состояния заявленной проблемы. Ну и рассказываете полностью все, что вы думаете о вашей тематике, которую вы выбрали. В конце обязательно нужно сделать выводы. Введение вы вводите, в выводах вы выводите. И библиографию, на какую литературу вы ссылались. В введении раскрывается актуальность, формируются проблемы исследования, ее значимость для науки и практики. Структура введения – актуальность, это рассказ, да, цель и задачи исследования. Требования к оформлению. Реферат должен представляться в текстовом формате Microsoft Word с иллюстрациями, вставленными по тексту, и иметь следующие параметры. Объем не более 30 страниц, параметры страниц А4, поля 2, 2, 2, 1, ну, справа, слева, снизу и сверху. Шрифт Times New Roman. Размер шрифта 14 обязательно. Для таблицы уменьшается до шрифта 12. Межстрочный интервал 1.15. Обязательно смотрите, потому что будем проверять, снижать оценки за это. В таблицах единичка интервал. А отступ первой строки абзаца 1.25. Критерии оцениваемого реферата. При оценивании учитывается, что в случае, если процент оригинальности текста менее 50%, оценка снижается на 20 баллов. То есть у нас будет 50 баллов по устному экзамену, 50 баллов по реферату, и тем самым будет формироваться общая оценка. Ну и контакты какие? Меня еще раз скажу, зовут Кострев Александр Юрьевич, сотовый телефон, кафедра, куда можно присылать ваше объявление. Ну и спасибо за внимание. Ждем вас, наш абитуриент, в стенах нашего института и университета. Спасибо за внимание.